Главные события уходящего вторника, 11 февраля, в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Вот основные темы выпуска. Отчеты правительства республики перед населением в самом разгаре. Правительственная группа работает в Нерюнгринском районе. Узнаем, какие темы поднимают жители на встречах. Государство поможет предпринимателям в Якутии. Речь идет об организациях, занимающихся оказанием услуг в образовательной сфере. От науки к технологии бренда в столице республики стартовала этнографическая школа пищевой культуры. Узнаем, в чем ее суть. Проверить свои знания и умения собрались студенты-промышленники на базе Якутского техникума имени Тараса Десяткина. Там стартовал первый день соревнований «Молодые профессионалы». Ну а якутская «Заря» тем временем готовится к очередному турниру чемпионата России по футзалу среди команд высшей лиги. В Якутии продолжаются отчеты правительства. Второй день делегация во главе с председателем Кабмина Республики Кириллом Бычковым работает в Нерюнгринском районе. Жители города и поселков, а также работники ведущих предприятий смогли задать интересующие их вопросы. Тему продолжит наш коллега Иван Лазаренко. Второй день программы отчета правительства начался со встреч с трудовыми коллективами Нерюнгринского района. Работники угольных предприятий и Нерюнгринской ГРЭС озвучили острые вопросы, решения которых ожидают от правительства республики. Были подняты темы нехватки и неточного расписания общественного транспорта, вопросы, связанные с безнадзорными животными, ремонтом дорог, пенсионной реформой и многие другие. Сейчас правительством республики очень много работы проделано, да? Мы изменили больше 10 нормативно-правовых актов внесли изменения. И вот по собакам сейчас под особым контролем всех правоохранительных органов. Работа правительственной делегации продолжилась в здании районной администрации, где министры и руководители комитетов продолжили личный прием жителей. Традиционно большая часть вопросов так или иначе касалась здравоохранения. Конечно, вопросы касаемо доступности, они практически всегда ставятся. Доступности оказания медицинской помощи. Далее потом, идет вопросы качества оказания медицинских услуг. В этом году были вопросы по укомплектованности кадрами. При этом, ставились вопросы о объектах здравоохранения. Рабочий визит Кабинета министров завершился итоговым отчетом, на котором в торжественной обстановке были вручены сертификаты на улучшение жилищных условий молодым семьям. Семьи Семена и Станиславы Лазаренко. Подводя итоги 2 дней работы правительства региона, глава района отметил высокую эффективность такого взаимодействия исполнительной власти и населения. Наше население очень активно задает вопросы правительству. И, в принципе, вы знаете, накал страстей на этих отчетах снижается. С каждым годом снижается, потому что все-таки мы должны признать это, что правительство очень активную работу проводит. Сейчас Нерюнгринскому району уделяется достойное внимание по всем направлениям. И вот с течением времени решаются многие задачи, которые не решались годами. Делегация во главе с председателем правительства республики Кириллом Бычковым продолжит свою работу в Алданском районе. Иван Лазаренко, Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Министерство ЖКХ и энергетики республики занимается поиском новых решений для теплоснабжения Чульмана. Чульманская ТЭЦ, единственный источник тепла в районе, выведена из эксплуатации. Необходимо сегодня определить альтернативные источники энергии. Председатель правительства Якутии Кирилл Бычков отметил, что введение новых объектов решит целый комплекс проблем, связанных с инфраструктурой, сетями, энергетикой, а также качеством воды. Вопросами, которые волнуют жителей Чульмана. Государство поможет предпринимателям в Якутии. Здесь речь идет об организациях, занимающихся оказанием услуг в образовательной сфере. Специально для них в Якутске прошел семинар при участии специалистов Министерства образования республики, в ходе которого предприниматели смогли обсудить интересующие их вопросы с экспертами. На повестке совещания было 2 вопроса: реализация общеобразовательных программ и проекта «Карта юного жителя Якутии». Среди прочего, участники семинара обсудили, как получить лицензию на оказание услуг и каким требованиям необходимо соответствовать для участия в том или ином проекте. Приняли участие около 30
индивидуальных предпринимателей. Это не первая наша с ним встреча. В рамках августовского совещания работников образования работала площадка реализации социального заказа в дополнительном образовании. Индивидуальные предприниматели изъявляли желание о проведении совещаний на уровне Министерства образования. Тоже мы собирались, обсуждали вопросы. Единство бизнеса и науки. Этнографическая школа «Пищевая культура холода» от науки к технологии и бренду развернулась в Доме Арчи. Ученые рассказали предпринимателям, как использовать традиции пищевой культуры республики для развития гастрономического туризма. Тему продолжит Эржена Гармаева. Этнографическая школа, объединяющая ученых и предпринимателей, проводится уже в 3-й раз. Инициатор ее создания – доктор исторических наук Екатерина Романова. Организовать такую школу Екатерины Назаровны вдохновил труд этнографа Андрея Савинова «Пища якутов до развития земледелия». Книга была написана еще в середине 20 века, но издана только в 2005 году под редакцией Екатерины Назаровны. Она просто-напросто совершила гастрономический переворот, скажу, поскольку именно эта книга дала такой импульс для развития, продвижения нашей национальной кухни. Андрей Андреевич Савин, одним из его важных тезисов было то, что кулинария – это часть культуры, и нам надо обязательно использовать ее культурный потенциал. Справедливо сказать, что именно наука дала идею презентовать Якутию как республику с уникальной национальной кухней. Ученые продолжают делиться результатами исследований с предпринимателями. Павел Трофимов открыл продуктовый магазин с товарами местного производства 3 недели назад. Он признается, от покупателей уже нет отбоя. Павел сотрудничает с производителями напрямую, что гарантирует свежесть продуктов. На сегодня я очень многое узнал нового для себя. И в своем бизнесе, в своих магазинах, своим предприятиям я тоже передам. И будем вот это все знания, их знания всем передавать и дальше с ними работать. Я думаю, если мы в дальнейшем с наукой будем работать, вообще мы сумеем наших детей, наших друзей приучить вообще правильные идеи, правильные натуральные идеи. Хотя туристическая привлекательность региона формируется из множества факторов, немаловажную роль играет гастрономический образ. За создание этого образа отвечает бизнес – магазины, кафе и рестораны. Используя достижения науки, предприниматели могут не только обеспечить процветание дела, но и поделиться с туристами культурой своего народа. Эржена Гармаева, Семен Семенов, Якутск. Новые тарифы для туристов вводит с февраля нацпарк Ленинские столбы. Посещение туристско-рекреационных зон теперь составит 300 рублей с человека, а размер платы за экскурсию по обустроенной экологической тропе – 400 рублей. Общая сумма в 700 рублей будет действовать для туристов без льгот. Официальное открытие зимнего туристического сезона в нацпарке запланировано на, между тем, 1 марта. Туристов ожидает новая экологическая тропа. Кроме этого, увеличена и площадь подсветки скал. Также установлены ледовые скульптуры и горки, оборудован каток. Юнармия Нерюнгринского района продолжает свою активную деятельность. В год защитника Отечества у юнармейцев намечено много планов и мероприятий. О них и многих других интересных событиях района в дайджесте Ивана Лазаренко. В ближайшие несколько минут мы расскажем о самых значимых событиях Нерюнгринского района за прошедшую неделю. В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. В Нерюнгри прошла 15-я межрегиональная научно-методическая конференция «Эсэх Аланхо. От эпосов к диалогу культур». Более 180 участников из 18 районов нашей республики, порядка 80 экспертов из Якутии и национальных регионов России, а также все желающие 3 дня принимали самое активное участие в различных мероприятиях, среди которых дискуссионные площадки, мастер-классы и насыщенная культурная программа. Просто потрясающее мероприятие прошло у нас, научно-методическая конференция, которую ныне мы ведем уже 15-й раз. И, как вы знаете, он стал уже межрегиональный. У нас принимали участие очень много представителей науки из разных регионов нашей страны. Кроме того, это, можно сказать, даже рекордное количество участников в этом году. 2000 с лишним человек приняли участие. Это и эксперты, это и модераторы, это и слушатели, это и участники мастер-классов, которые с удовольствием приняли участие на нашей научно-методической конференции.
Юнармия Нерюнгринского района продолжает свою активную деятельность. В год защитника Отечества у юнармейцев намечено много планов и мероприятий. Речь идет о неразрывной связи защитников Отечества времен Великой Отечественной войны и участников всех локальных войн и специальной военной операции современной России. Основные, наверное, это обращение с огнестрельным оружием, которое так или иначе пригодится в армии, когда буду служить срочную службу. Потом это первая медицинская помощь, которую, я считаю, должны знать все, так или иначе. Ведь бывают разные моменты в жизни, и может быть хоть раз, но пригодится. Если пригодится, то я буду знать, что с этим делать. Ряды юнармейцев ежегодно пополняются, открывая каждому юному патриоту доступ к различным увлекательным событиям. В Нерюнгри продолжается цикл мероприятий, посвященных Году защитника Отечества. Нерюнгринская городская библиотека проводит исторические часы и организовывает тематические выставки, посвященные подвигам наших предков и героям современности. Проводятся мероприятия, в которых я участвую как волонтер. Очень много информации сейчас можно вычитать, которой я тоже очень интересуюсь. Мне очень интересна эта тема. Многие мои друзья тоже увлекаются историей России. От них я тоже получаю какую-то дополнительную информацию для себя и тем самым расширяю свои знания о этом трагическом событии. При полном аншлаге прошло яркое и красочное мероприятие, посвященное 15-летнему юбилею уникального детского объединения театра моды «Подиум», воспитавшего уже не один десяток талантливых профессионалов мира моды. Центр развития творчества стал таким двигателем в данной области, и мы расширяем географию, соединяем большинство участников, кто продвигается в данной области, в области моды и дизайна. То есть начиная с самых маленьких моделей, начиная с 3 лет и заканчивая профессиональными дизайнерами одежды, которые двигаются в данном направлении, которые действительно показывают свои работы на больших подиумах, которые выставляют свои работы и конкурируют между уже профессионалами. И наши дети являются тоже вот в их числе. И это радует. Честно, я сегодня признался, что впервые вот на таком представлении это по-настоящему театр. И сегодня мы увидели по-настоящему спектакль, наполненный такой атмосферой, красотой, каким-то необыкновенным состоянием всего зала. Театр «Подиум» – это супер, это круто, и сегодня я в этом убедился. Теперь я поклонник этого детского театра и не пропущу ни одного их выступления. На этом у меня все. Мы продолжаем следить за развитием событий, и о самых значимых из них мы продолжим рассказывать на канале «Якутия-24». Кто хочет стать миллионером? Такой вопрос банк ВТБ задал своим зарплатным клиентам. Задал и сразу предоставил отличную возможность этот самый миллион выиграть. Кто стал обладателем большого приза, узнаем из материала далее. Вручаем сертификат на 1 миллион рублей. Спасибо. Миллион от ВТБ нашел своего счастливого обладателя. Молодой специалист компании «Алрос IT» из Мирного Алексей Алиферчук уже много лет является зарплатным клиентом банка. Принимая приглашение к участию, он и не подозревал, что вскоре ему улыбнется удача. Новоиспеченный миллионер признается, в подобных акциях раньше ему редко везло. Поверил, наверное, сразу. Хотя таких чудес раньше не случалось. Пришлось поверить. Я потрачу деньги на ипотеку в банке ВТБ, на текущую ипотеку, подзагашу ее. Банк запустил акцию в октябре прошлого года. Для участия и победы в ней необходимо было выполнить несколько простых условий. Быть зарплатным клиентом банка и оплачивать с зарплатной карты различные покупки. Чем больше участники тратили, тем выше был шанс на победу. Финалистом-миллионером стал житель Якутии, а клиенты из Москвы и Санкт-Петербурга получили по 500 тысяч рублей. Например, в Республике Саха-Якутия мы сотрудничаем с более чем 1500 организациями по выплате заработной платы, и более 70 тысяч клиентов перечисляют заработные платы на карты ВТБ. Стать зарплатным клиентом банка ВТБ очень легко. Необходимо перечислять заработную плату на карты, открытые в банке ВТБ. И не обязательно приходить за картой в банк. Мы можем доставить карты в любое удобное место и время собственной курьерской доставкой. Кстати сказать, сотрудники компании «Алроса» все чаще становятся зарплатными клиентами банка. Их можно понять, ведь им предложены специальные условия обслуживания. Снятие наличных в любых банкоматах без комиссий, дополнительная 4-я категория
80% сотрудников Алроса получают зарплату на карты ВТБ. Мы довольны работой с банком ВТБ, потому что зарплатный проект для наших сотрудников помогает нам мотивировать их для участия в корпоративных жилищных программах. В целом мы удовлетворены тем, что ВТБ установил дополнительные точки обслуживания, кроме Мирного, еще в Ленске, Удачном, Айхале. И это, конечно же, улучшает работу по картам ВТБ и, конечно, мотивирует наших сотрудников. В планах у банка новые активности для зарплатных клиентов. Уже в первом полугодии ВТБ перезапустит зарплатный проект, в основе которого регулярные поощрения за сотрудничество с банком. Ну а сегодня можно с уверенностью сказать, что победа жителя Якутии в конкурсе и исполнение его заветных желаний станет для многих отличным примером и одной из миллиона причин перевести зарплату в ВТБ. Петр Васильев, Анна Васильева, Мирный. Проверить свои знания и умения собрались студенты-промышленники на базе Якутского техникума имени Десяткина. Там стартовал первый день соревнований «Молодые профессионалы». Кто принимает участие, в каких компетенциях состязаются ребята, расскажет моя коллега Надежда Саханская. У вас начинаются соревнования по вашим компетенциям, и нашим конкурсантам хочется пожелать удачи, чтобы вы показали свое мастерство. Вновь гостеприимный Якутск встречает творческую молодежь со всей республики. Юные профессионалы будут состязаться на протяжении 3 дней. И для них это не только возможность накопить опыт по профилю своего дела, но и познакомиться с коллегами из сферы деятельности. Может показаться на первый взгляд, что это распечатка, но на самом деле нет. Это рисунок от руки, выполненный одной из участниц, которая соревнуется в компетенции ювелирное дело. Вообще здесь собрались ребята из разных уголков республики. Они соревнуются в абсолютно равных условиях. Им дается в качестве материала серебро 925 пробы. И вот они из этого серебра должны изготовить ювелирное изделие с дизайном на тему культуры Востока и Древней Азии. Не будем им мешать, пожелаем только удачи, потому что дело действительно непростое. Огранка алмазов – уникальная компетенция по обработке самого твердого минерала в природе, что требует от участников высокого профессионального мастерства и точности. Конкурсное задание требует от молодых профессионалов изготовить изделия из алмазных полуфабрикатов. Эти 3 дня они делают 3 камня. Первый камень, например, более, легкий. Они делают только КР-17. КР означает это круглый бриллиант, 17 граней. А на второй день они делают КР-57, это 57 граней. И на третий день делают КР-33, 33 грани. Год от года объем производства ювелирных и технических изделий из алмазов увеличивается, а отрасль продолжает претерпевать изменения. И здесь новые веяния привносят ребята-конкурсанты. Так, студентка 1-го курса Олеся Каримова решила стать огранщиком, поскольку она сама по себе усидчивый человек. Работают ребята как с замутненными натуральными камнями, так и с прозрачными синтетическими. И для такой работы буквально нужен глаз-алмаз. Мы используем именно зрительный метод при оценке. И синтетические камни более чистые. Получается то, что они выходят намного дороже, чем натуральные, которые более желтые, с трещинами, некоторыми пороками, внутренними дефектами на огранке и внутренние. На протяжении 3 дней ребята будут проверять свои профессиональные навыки. Победители регионального этапа традиционно отправятся представлять республику в финале национальных этапов чемпионатов практически во всех компетенциях. Надежда Саханская, Нюргун Старостин, Якутск. 21 февраля жители Якутска могут посетить премьеру спектакля «Прощание с матерой». Повесть, уже ставшая классикой русской литературы, поднимает проблему взаимодействия старого и нового, традиционного и современного. В постановке играют как именитые актеры, так и молодое поколение Сахатеатра. Срежиссировал спектакль народный артист России Андрей Борисов. Для Андрея Савича это не первый опыт постановки «Прощания». Над инсценировкой повести Валентина Распутина режиссер работал еще на сцене МХАТа. Тогда участвовали выдающиеся артисты, народные артисты СССР, России, мхатовцы. И тогда я, оказывается, до глубины философии, до масштаба проблем, которые поднимает этот роман, оказывается, не дошел. И работая с Сахатеатром, с артистами Сахатеатра, у меня есть прекрасная возможность еще больше, еще глубже раскрыть проблемы и темы этого романа.
Во Владивостоке стремительно растет популярность музея японской автокультуры, ставшего символом города. В этом уникальном месте собраны редкие автомобили из Японии, которые представляют собой настоящие произведения искусства. Все подробности у Лианы Михайловой. Идея создания музея возникла после множества поездок и погружения в среду автомобильных музеев. Поддержка друзей и единомышленников сыграли значительную роль в его становлении. Сообщество автолюбителей предоставили свои редкие уникальные модели, которые можно увидеть только здесь. Название «гайдин» произошло от японского слова «гайджин», но было адаптировано под русскоязычный лад. Буквально каждый день после посещения проводим анализ с ребятами, кто работает у нас здесь. И хочу сказать, что примерно 99% у нас посетителей остаются довольными. Мы очень внимательно к этому вопросу относимся. Бывает, что к нам взрослые подходят, мужики, и протягивают руку и говорят: молодцы, молодцы, правильно все делаете. То есть мы чувствуем поддержку жителя нашего, да, что он действительно доволен тем, что мы делаем. И это для нас самое ценное. В музее действительно присутствует очень много интересных экспозиций. Взгляд невзначай падает на что-то яркое. На яркий Nissan Silvia в 13-м кузове. Но необычный, а замененный передней частью. Такой стиль называется Аневия. Здесь присутствует настоящий японский стиль. Автомобиль обклеивают наклейками. Все это по-японски называется стиль Иташи. Кроме автомобилей, музей предлагает тематический мерч с моделями автомобилей и другими интересными предметами. Здесь также создана аллея памяти, увековечивающая вклад жителей в развитие автокультуры. По словам Викторова, концепция музея сосредоточена на людях, которые активно формировали автокультуру Владивостока. То есть смело могу сказать, что музей сделали люди, мои друзья, мое окружение. Вот, кто-то возникал из ниоткуда, помогал, да, вот, создали пространство. Пока создавали пространство, общались с теми, кто хотел бы поставить автомобиль. Знаем многих людей, коллекционеров, в целом владельцев таких интересных автомобилей. И так как мы все хорошо общаемся, дружим, какие-то машины встают нам на хранение, мы за ними следим, что-то мы договариваемся, чтобы привезли. И также до сих пор продолжаем поиски, находим что-то, договариваемся и создаем атмосферу, чтобы каждый человек, который посетит наш музей, мог окунуться в эту атмосферу, в этой автокультуры, проникнуться этим всем. В планах музея улучшение декора и интерьера, а также развитие экскурсионной деятельности. Музей нацелен на дальнейшее развитие и привлечение новых посетителей. Лиана Михайлова, Владивосток. Якутская «Заря» готовится к очередному туру чемпионата России по футзалу среди команд высшей лиги. Недавно команда вернулась из Медногорска, где одержала победу над одним из лидеров дивизиона. С каким настроем подопечная Олега Марченко готовится к следующей игре, узнавала Сыргалана Неустроева. Позади 10 туров регулярной части чемпионата. В текущем сезоне «Заря» в основном играет в гостях. К предстоящему выезду команда начала готовиться еще с первых чисел февраля. Ни одной игры без зуба мы не отдавали и не будем отдавать. Так что будем играть только на победу и стараться. Ну и теперь, после того, как мы обыграли лидеров чемпионата, я думаю, на нас настрой другой будет. И команды будут тоже как-то выходить против нас уже не спустя рукава, а стараться победить нас. Но мы тоже будем изо всех стараться привести очки в город, ну, чтобы укрепить свое положение в турнирной таблице. Сейчас команда находится на подъеме. В последнем матче чемпионата «Заря» устроила главный сюрприз тура, обыграв одного из лидеров таблицы – «Факел Ямал» из Нового Уренгоя. Причем победа со счетом 2-1 была добыта за 13 секунд до конца встречи. Можно забивать гол! Гол! Афанасий Федоров отправляет мяч в пустые ворота, наказывая «Факел» за вот это. Соперники были сильные. Они сейчас на втором и третьем месте стоят в нашей конференции. Так, было тяжело. За 3 минуты до конца матча они стали играть 5-го полевого. И мы поймали их на ошибки. Этот тур тоже тяжелый будет. Сильные команды нас ожидают. Тоже впереди нас стоят. Там 7-е и 8-е места они занимают. У команды дух боевой сейчас. В текущем составе «Зари» играют исключительно представители якутской школы футзала. Есть как молодые игроки, так и те, у кого за спиной не один сезон высшей лиги страны. Серьезные у нас игроки были, вот, играли с ними, тренировались. Было сложно, конечно, в первую очередь. Но они нас поддержали, молодых, поддерживали каждую тренировку. И мы с ними росли, как игроки.
Недавно стало известно о том, что «Зарю» покинул один из лидеров команды Айсен Савин. Якутский страж ворот перешел в Медногорский «Металлург». Айсен Савин, основной вратарь, я считаю его самым сильным вратарем республики на данный момент. Будем следить, переживать за него и болеть. Молодой парень сейчас поедет играть, 16 лет, который стоял на Детях Ади, защищал честь республики, где мы заняли 2-е место. Илья Гордиенко поедет защищать честь республики, ну и помогать ребятам. Уже 14 февраля якутяне вылетят в Новый Уренгой, где в рамках 11-го тура чемпионата сыграют с Дублем Тюмени и Челябинским Южным Уралом. Встречи пройдут 15 и 16 февраля соответственно. Сарглана Неустроева, Семен Семенов, Якутск. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.